Здравствуйте! Вы смотрите Авторевьеру. Сегодня мы находимся на набережной города Гагры у ресторана «Белый инжир». Наш гость, управляющий ресторана «Белый инжир» и ряда туристических компаний, сегодня предложит нам свой маршрут. Здравствуйте, Адам. Здравствуйте, Гарри. Адам, какой маршрут вы сегодня нам предлагаете? Гарри, я предлагаю вам такой маршрут, по которому часто сам езжу. Это мой, получается, скорее рабочий маршрут, но он пролегает через ряд туристических объектов по Ритинскому ущелью. Это от Белого инжира ресторана до ресторана «Апсар» на 10-м километре по пути на озеро Ритин. Я думаю, что это очень интересный маршрут, небольшой по протяженности, но содержательный и красивый. Хорошо, поехали? Поехали. Сейчас она поднятая же, да? На максимальной, по-моему, позиции, если не ошибаюсь. Там, если выбираешь спортивный режим езды, она садится. Адам, мы отъехали от ресторана «Белый инжир». Расскажите теперь поконкретнее уже так вот, какие объекты мы сейчас посетим. Первый объект, один из объектов, который мы посетим, это будет пасека, Медовый двор называется. А потом дальше уже ресторан «Апсар». Путь наш пролегает через город. Немножко захватим ущелье Ритинское, до 10-го километра доедем. Это мой практически ежедневный маршрут, то есть от Белого инжира до ресторана «Апсар». Эти два предприятия связаны тесно между собой, поэтому то есть здесь я занимаюсь управлением ресторана и также принимаю участие в соуправлении «Апсара». Поэтому наша работа тесно между собой связана. Мы, то есть частенько этот маршрут я использую, то есть практически каждый день. От инжира до «Апсара». А мы мечтаем изредка хоть побывать в этих местах. Ну, мы привыкли, наверное, немножко, да, часто ездим, потому что... Но протяженность примерно это... Протяженность примерно, я думаю, около 20 километров вообще. То есть около 10, наверное, до съезда на Ритинское ущелье и 10 километров до ресторана «Апсар». Общий промежуток около 20 километров, я думаю, а не более. Да, Гагра хорошеет, много новых объектов появляется. Ну, развитие прям видно на лицо, что-то строится везде. Мы в нашей передаче часто снимаем туристические маршруты, в том числе вот, как маршрут выходного дня, там, чтобы люди, компания, семья взяли и следом проследовали по нашему маршруту, но наш уклон еще и безопасность дорожного движения, поэтому немножечко поговорим и о безопасности дорожного движения, пока мы будем ехать. Вот, потом мы перейдем плавно уже к туристической сфере. Адам, вот как в Гагре езда? Вот в городе Сухум я там знаю все про это. Вот в Гагре немножечко, по-моему, отличается. Здесь более спокойно ездят очень многие, я замечаю. Я могу сказать вам по этому поводу свое мнение. Немножко сухумская езда отличается, да, от гагрской, потому что как минимум город меньше. Ритмы разные. Ритмы разные, да. То есть двухполосных дорог здесь, допустим, нет. Вот эти, я по своему опыту обычно приезжаю в Сухум, и когда очень долго ездишь в Гагре, приезжаешь в Сухум, это ритмика, быстрые резкие перестроения, то есть непривычно, там справа могут обойти там, и так далее. Немножко для меня так. Я То есть немножко, здесь более вежливые водители? Здесь, мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, это мое субъективное мнение, чуть-чуть, наверное, более, да, это правильно подобранное слово, вежливый немножко. Но не сказать, что проблем нет, понятно, что везде наш темперамент, у нас вообще есть свой стиль езды, в принципе, на территории Абхазии, который всем известен, да, мы немножко
скажем, такой на легкой суете. Ну и все же вы часто ездите в Сочи, в Адлер, сухумчане меньше ездят, Ну, я думаю. Это тоже наверное, из-за как-то географического влияет. расположения, Да. да. Да, ну там То тоже есть как бы более сложно и- дисциплинированы, когда вот все-таки ты ездишь там. Ну, когда часто выезжаешь и понимаешь, что немножко манера езды, допустим, на территории города Сочи отличается, да, мягко говоря, от нашей. И если часто выезжаешь, немножко некоторые привычки, хорошие привычки, они как бы вырабатываются. Да, это тоже имеет место быть. Ну, в Сухуме вот очень заметно, что люди вот, не любят ждать, да, там вот секунду, две, три, там, пропустить. То есть едет одна машина, человек разворачивается прямо перед ней, вместо того, чтобы пропустить ее через несколько секунд проехать. Или обгоняет ее, потом заворачивает, то есть притормаживая. Зачем обгонять, если тебе уже поворачивать надо? Ну, много вот такого. Ну, культура вождения, конечно, это Очень, вещь, над которой очень надо работать, важно я думаю, да, очень и важно. полезно. Полезно однозначно. К этому надо стремиться. Согласен полностью. А ваша машина, я думаю, Панамера, она располагает к быстрой езде, может даже к агрессивной. Вы знаете, машина, да, спортивная, достаточно быстрая. Ну, я лично сторонник такого мнения, что если у тебя машина быстрая, она никакие привилегии не дает из-за того, что она едет, да, грубо говоря. То есть злоупотреблять этим и нарушать какие-то правила дорожного движения не есть хорошо, потому что последствия всего этого изо дня в день, из сводок, как минимум новостей мы все это видим, чем это заканчивается. Поэтому машина — это далеко не повод нарушать правила дорожного движения. То есть, поэтому, да, она предрасположена к быстрой езде, но лично я этим никогда не злоупотреблял, то есть и никому не советую. Я думаю, достаточно такая резвая машина. Ну, вот расскажите, Однозначно. двигатель вот какой это? Здесь объем двигателя 4,8 литров, она достаточно быстрая. Точные цифры не назову вам по разгону, наверное, для каких-то автожурналов, да, Да. эти цифры. Но, то есть из общего потока Вырвется. быстрее большей части, да, машин, которые, допустим, на нашем пути, вы можете посмотреть слева, справа, то есть большая часть из них, наверное, более медленная. Но опять-таки, к чему я это говорю, то что это далеко не повод нарушать правила или там, не знаю. Ну да, скорость, к К сожалению. сожалению, это- да, мы все... При одном и том же ДТП, например, на высокой скорости исход совершенно уже другой. Согласен с вами. Ну вот мало у нас еще пристегиваются люди. Честно говоря, с них и не требуют, можно сказать. Вы знаете, Когда требуют, все-таки да, да. будешь да. пристегиваться. Ну, у меня по этому поводу, то есть у меня сложилось определенное мнение. Когда долгое время люди живут, да, там ездят в определенном ритме, вот мы никогда не пристегивались, вот резко взять там всех автолюбителей, научить, заставить пристегиваться, это очень сложно. И штрафами и так далее. Мне кажется, это надо делать постепенно. То есть, Не, ну если не требуешь, то и не нет, не требовать будут. обязательно. Если не требуешь, оно и не будет понятно. Но то есть, бывают такие, знаете, резкие всплески именно по поводу ремней, да, там сотрудников госавтоинспекции. То есть рейды проводят, это есть правильно, я согласен. Но я думаю, это систематическая работа должна быть, постоянная. Не Ну точечная, вот, кстати, да, вот это тоже лихой бывает. проехал. Бывает, да, такое. То есть это, наверное, систематическая работа, Но должна все-таки постоянная. это бережет жизни. Ну, Совершенно весь мир верно. как бы так считает на основании тех же краш-тестов. Тестов это Статистика показывает, да, совершенно верно. и пренебрегать этим, я Никому думаю, не не следует. Самое главное начать. Когда ты один раз пристегнулся, потом второй раз, потом третий, и оно как бы, знаете, в привычку входит, сел в автомобиль. Ну, может, завел, там да, и вот сразу. по городу на коротких каких-то дистанциях там, может, особо смысла нет. Хотя правила гласят, сел Да, за руль, пристегнись. однозначно. Потому что не знаешь, по городу тоже бывают скорости разные у людей. Вот проехал один. Наверное, спешил очень сильно. Нам этого не знать. Финиш-то это вот мы
передачи авторевьера как-то пришли к мнению, что финиш-то общий, последний, он один, и туда торопиться не надо. Совершенно верно, с вами согласен. Мы даже такое придумали: чем выше скорость, тем ближе кладбище. Как бы это не было Звучит, прискорбно, конечно, но уже другое ничего не помогает, потому что говорили очень и точно, так, да, и звучит. так, что высокая скорость это очень плохо, это приводит к таким последствиям, но уже приходится говорить уже вот совсем правдиво. На самом деле вот прогрессия именно такая. К Чем сожалению, выше да, скорость, это статистика однозначно. неутешительная, да. Вот Пицунский поворот. Вот не очень хорошо сейчас. Да, было рисковато. Рискованно. конечно. Да, согласен. с вами. Ну, вот это то, о чем мы с вами говорим. Далеко ехать не надо, но вот вокруг нас. Да, вот, как бы мы всегда можем обсудить, когда это перед нами происходит. Вот. Много у нас молодых людей, я удивляюсь, которые ездят очень спокойно, аккуратные, внимательные водители. Ну, одни такие, другие есть очень горячие. А так вот растет молодежь, действительно, вот есть такие, которые очень разумно себя ведут за рулем. Самое главное правило, которое, я думаю, нужно запоминать всем, как бы каждый решает сам для себя, но тем не менее забывать о том, что автомобиль — это средство передвижения повышенной опасности, ни в коем случае забывать нельзя. Если бы только его жизнь была бы в его руках, но это же не так. Вот пешеход, другие участники движения, его пассажиры. Ну, пешеход — это у нас отдельная история, конечно. Тем более сейчас, когда такое количество машин, очень интенсивное движение, немало пешехода тоже. Особенно в летний период это прям Вот. Надо быть чувствуется. очень внимательным. Вот бывает, ты ждешь, когда будет просвет, и ты выйдешь. И если ты невнимательный, уже перед тобой стоит пешеход, проходит. Бывают такие случаи. То есть недостаток внимания может привести к очень нехорошему. С города мы уже отъехали от города, да? Да, мы заезжаем на Бзыб. Село Бзыб. С города мы уже выехали. Ну, я, как правило, часто засекаю время. Ну, от точки А до точки Б у меня плюс-минус 20-25 минут. Вот при такой езде спокойной занимаю. То есть бывает, когда я чуть-чуть быстрее езжу, но опять-таки это в рамках правил допустимых. Скорость Однозначно. должна быть такой, при которой ты можешь сделать все, отреагировать на все случаи, которые происходят на дороге. Вот эта самонадеянность, она немножко, это, конечно, нам мешает и подводит. Нельзя забывать, что это такой же механизм, да, который нуждается в обслуживании. Не все машины исправны, к сожалению. И когда автолюбитель пытается, скажу немножко, наверное, грубо, выжать из нее все соки и едет так, как она ехать, грубо говоря, не может, частенько и это приводит к ДТП и так далее. Поэтому нужно в первую очередь понимать, как ты двигаешься и в каком состоянии твой автомобиль. Это очень важно. И вот, опыт, конечно, очень важен. Начинающие водители через год, через два у них бывает, они так, уверенность у них появляется, что они уже могут все. Ну, это первые пару лет, да, после того, как права получил автолюбитель. То есть какая-то часть из них, и по своему опыту, какая-то часть из них, наоборот, очень осторожничает, переживают, да, то есть новичок за рулем. Какая-то часть из них считает, что они все прекрасно умеют, то есть Да, до первого опыта, да, печального это происходит. год-два опыт, он такой собирательный. Согласен. Вот, и переоценивать свои возможности, свои способности нельзя. Ни в коем случае, да. Есть действительно ситуации, где опыт, то есть, помогает избежать там какого-то ДТП и так далее. Поэтому Ну да, это крайне уже. Вот. А так вот езда, это вот нормальная езда, перемещаешься от точки А до точки Б.
комфортно, безопасно. Вот это и есть езда, не автогонки, ни в коем случае. Автодрома у нас, к сожалению, в Абхазии нет. Я считаю, что он прям понадобился. Да, иногда молодежи хочется выплеснуть, да, свои эмоции. Как-то они занимаются автомобилями, они любят автомобили, они хотят их испробовать. Я считаю, что это прям очень конечно, необходимо, нужен, да, для нас, учитывая особенности нашей езды. Если бы это был автодром какой-то, то, я думаю, очень бы прям пользовался популярностью однозначно. Со временем, наверное, и у нас это будет, Очень и надеюсь, курсы да. экстремального вождения какие-нибудь тоже будут. Вот обычный зимний день. Сегодня не жарко, наверное, градусов 6-7, да, 8 показывает. 8. Гарри, мы съезжаем с центральной трассы, заворачиваем На Рицинское на ущелье. Рицинское ущелье, направление ресторана Абсар. Ну, этот промежуток около 10 километров у нас получается от съезда до ресторана. Ну, вообще, в выходные дни бывает и до Сухума доезжают многие из Краснодара, Сочи, там вот на пару дней, Да, наверное, частенько. и к вам на Рицинское ущелье в зимний период тоже. Ну, вы знаете, как правило, это, то есть, недолгосрочные, да, туровые Ну да. экскурсии. Люди заезжают на своих машинах, то есть здесь, если человек живет в Сочи, ему много времени, в принципе, не надо, да, то есть дня-два хватает, чтобы какие-то определенные объекты, да, там самые основные, на Рицу, допустим, съездить. И поэтому, как правило, поток и зимой есть, и, соответственно, и в ресторане тоже часто бывают гости, которые приезжают там на 1-2 дня и посещают наш ресторан. То есть таких гостей тоже достаточно. Даже Ну, если- ваши объекты интересны круглый год, я так понимаю. Да, мы работаем круглый год. То есть такая задача была изначально. Мы так и планировали. Это не сезонное предприятие, это круглогодичный ресторан. Особенно после открытия. То есть это еще более популярная стала локация туристическая. Это вот мы, когда уже приедем, конечно, уже не голословно будем Да, говорить, Да, обязательно покажем. познакомим вас. Ну, наверное, тут стоять не стоит. Да, что-то Чуть-чуть проезжая часть, мне кажется. смелые девушки. Направление у нас тоже такое очень... Прям нужно бдительным быть здесь. Дороги узкие, это горная дорога. Поэтому для всех автолюбителей, так как я постоянно езжу, да, можно, если более просто выразиться, каждую там кочку, ямочку знаешь, то есть для человека, который не часто ездит, дорога такая, она, наверное, повышенной опасности все-таки. Ну, тем более, вот если ехать до конца, до Да, самой да, Рицы, да, то Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратным. зимой особенно погодные условия, какие дорожные условия складываются, надо оценивать. Ну, в зимний период, да, намного все более сложнее Резина становится. какая, стоит ли Обязательно. вообще туда ехать. Без зимней лучше туда, наверное, не ехать, потому что то есть, за эту зиму я несколько раз ездил, и все разы у меня, то есть, перед глазами возникала одна и та же ситуация. Это не оснащенный автомобиль. Всем хочется, да, там посмотреть на красивую Рицу. Ну, бывает, да, немножко не подрасчитал. Резина вроде бы хорошая, но она летняя, неподготовленная машина, и начинаются заторы, как правило, которые потом очень тяжело это высвободить машину из этого затора, и Ну, получаются да. пробки. Поэтому зимой нужно быть подготовленным. Зимние поездки, сталкивались мы с таким, особенно первая поездка у нас была, не помню, там году в 13 или 14, когда не чистилась дорога, и мы вот с джиперами поехали, и чтобы проехать дальше, нам приходилось вытаскивать из сугробов вот эти машины неподготовленные. Мы до вечера вот так ехали до Рицы. Да, я тоже с этим столкнулся в этом году. Были такие ситуации, поэтому все автолюбители вместе собрались, то есть сперва одну машину, потом вторую. Но на гололеде такие машины могут как бы догнать неприятно. Вот ты вроде
подготовил свою машину, поставил хорошую резину, едешь, но глядя на них, становится страшно. Немного, да. Я вот зимой, кстати, в Каман ехал, и я решил, что не стоит до конца ехать, потому что я увидел, кто ездит там, и чем это может закончиться. Знаете, зимой прям за снежную погоду в Каман не ездил, ну, чисто территориально, наверное, далековато, но по кадру видел, там тоже как бы Там дорога, аналогичные да, такая условия. ситуация. Гололед. Гололед и так далее. Здесь больше все-таки убирают, больше. Ну, главное туристическое направление. Посыпают, Было бы да. странно, если было по-другому, однозначно. То есть убирается все, но погодные условия бывают такие, что техника просто не успевает иногда. То есть такое тоже бывает здесь частенько. Погода Ну, очень да, день-два непредсказуема. бывает закрывают, а потом дорогу опять открывают для туристов. А так вот по объектам строящимся нет никаких же, да, ограничений в этом ущелье. Я думаю, То есть- ограничения какие-то определенные законодательные есть все-таки. Есть, да? Но, то есть это, Пока незаметно, так вот иной раз думаешь, скоро это тоже как город будет. я, знаете, в частные случаи не вдавался, но я знаю, что то есть территория Ритцинского парка, то есть там обязательно какие-то ограничения, то есть я думаю, есть. Не знаю, какие, не могу вам сказать, но убежден, Ну, что они просто есть. складывается иногда ощущение, Складывается, потому что что картина человек такая, сделал да? что-то, потом рядом кто-то захотел еще, кто-то рядом. И вот как-то вот так это идет. Но если есть ограничения, конечно, хорошо. То есть, ну, повсеместно не должно быть там. Есть, наверное, где требуется, где хорошо это сделать, а где так вот. Ну, вы знаете, я думаю, в любой точке мира, где есть, допустим, турнаправление, определенный маршрут, там всегда объекты строятся. Ну, популярный маршрут, поэтому мы не исключение. Везде что строится, то есть люди не сидят на месте, двигаются, это, с одной стороны, хорошо. Ну да. Ну, это вот Развивается. все-таки приезжаешь посмотреть на природу, а если кругом будут здания, вот как сейчас вот здесь, например. Немножко не Да. то, да? Отвлекаешься от природы, Ну получается. да, получается, природа закрывается немного вдоль дороги. Это уже такой населенный пункт будет. Ну, это сплошь и рядом. Я не могу утверждать, что это хорошо или плохо, но я знаю одно. Где есть острая необходимость в этом, то есть это, наоборот, показывает, что мы развиваемся, не сидим Не, на в месте. этом Но отношении. где, то есть какие-то определенные ограничения по поводу, там, есть парк определенный, да, где люди приезжают наслаждаться природой. Если мы эту природу начинаем, грубо говоря, загораживать, да, строениями какими-то, наверное, это не совсем правильно, не совсем хорошо. Но, тем не менее, как бы... Ну и озеро должно быть, как Озеро озеро однозначно, тоже, да, да. там. Ну, будем надеяться, что за этим всем кто-то поглядывает. Я в этом убежден. Есть какие-то нормативы. Я думаю, есть обязательно. И я думаю, в дальнейшем будут приглядывать еще более бдительно, потому что это то, чем мы богаты, и вот это, то есть, право морального. Ну да, во всем нужна мера. Во всем. Однозначно, да, я с вами согласен. Что бы это ни было, мера нужна. Дорога хорошая. В целом, по-моему, до конца там практически особо исключений нет. Везде подделали. Ну, после зимы частенько появляются какие-то там нюансы. Ну, достаточно быстро устраняют их. Поэтому в целом качество дороги хорошее. Харри, мы подъезжаем к одному из наших объектов. Это Медовый двор.
Гарри, это еще один из наших объектов по пути к Абсару. У нас объекты располагаются компактно, недалеко друг от друга. Это пасека Медовый двор. То есть здесь очень много Знакомо пчелосемей, мне, да, я не раз да. сюда Я думаю, вы заходил. тоже знакомы с пчеловодством, какой-то тяжелый труд. Да. Вообще, по моему мнению, что пчела — это очень удивительное животное. И здесь именно мы занимаемся только медом, то есть здесь ресторации никакой нет, здесь нет общепита никакого, ни в каком его виде. Есть именно, то есть мед, туристически популярный объект, сюда очень много людей, особенно в сезон, приезжают. С ресторанами не связан Медовый двор, но тем не менее, если есть большие любители блинов с медом, то есть всех приглашаем, всегда горячий чай, блины и мед, то есть Медовый Всегда двор есть, да? всегда здесь есть обязательно, то есть в любое время года можно посетить, попробовать мед, чай горячий, особенно в зимний период, ну, естественно, блины. Ну, и мы готовы радовать медом всех, кто к нам приедет, поэтому... То есть тут турист может воочию посмотреть вообще на жизнь пчел. Да, я даже могу вам показать, Да. как это обычно происходит. У нас есть специальные показательные ульи, для того, чтобы человеку было понятно, да, устройство улья, как оно все происходит. Примерно вот так это все выглядит. Да, вот они. Труженицы наши. Давайте Понятно. закроем от света, они не очень сильно любят свет. Мгм. Здесь находятся пчелы непосредственно в этих ульях, но мед здесь продается не только, который отсюда, да, вот. Я вам объясню, как это все устроено. Чисто физически территория не позволит такое большое количество пчелосемей здесь содержать, Ну, поэтому, конечно. как правило, наша пасека переносная. Это пасека в буквальном смысле на колесах, то есть цепляется за какой-то большой груз и переносится, то есть она может на 10-м километре Рытинского ущелья. Это больше именно точка, где, то есть мы рассказываем, чем мы занимаемся, но чисто физически, то есть здесь держать все пчелы, Ну, это пакеты невозможно. да. Как минимум здесь уже, да, уже растительность другая, это не низменность, поэтому в этом районе может быть не так много, большая часть пасеки находится, то есть ближе к Рыце, к Рытинскому ущелью, Альпика. Мгм. правило. Где луга вот То есть, если такие, мы говорим о высокогорном там меде, много то он, цветов, да, он да. должен быть действительно высокогорным. Но здесь у нас есть возможность рассказать про себя, что мы делаем и чем мы занимаемся, и какой, в принципе, у нас мед. Вся упаковка у нас только глиняная здесь, то есть мы другую, в принципе, не используем. Я думаю, это самое правильное хранение, не секрет ни для кого. Ну и плюс к этому обязательная процедура. Все горшочки мы обрабатываем именно воском. Вот так это все выглядит, чтобы мед хранился максимально приближенный к его реальным условиям, как он в улье хранится, в вощине, там, в сотах и так далее. Это все воск. Чтобы ничего не примешивалось. Да, да, да. Я вкусу думаю, это самая идеальная меда. тара для меда. Здесь, то есть, весь мед, вне зависимости от сорта и какой бы ни был, он только упаковывается в вот таких глиняных. Говорите, Поедем поедем в дальше. сторону ресторана Абсар. Ох, сколько снега. Красиво очень. Там на самой Рице, наверное, Там тоже, да, есть. снег. Ну, мне лично больше нравится зимняя Абхазия. Конечно. Меньше суеты. И вообще зимние пейзажи мне больше близки, наверное. Мне заснеженная Рица больше нравится, чем летом даже. Абсар, он это лето работал, да, вот этот ресторан? Абсар запустился после лета. То есть, ввиду технических сложностей, то есть откладывалось, и запустился он после лета.
Ну, кто не знает, это мы говорим про корабль-ресторан, Да, это первый корабль-ресторан который стоит на реке Бзык. на реке Бзык стоит. То есть это технически очень сложный объект был, поэтому то есть, немножко откладывали его открытие, но все-таки запустились, и с 25 года уже то есть, он работает. Находится на 10-м километре Бзыкского ущелья. Но он такой с виду тоже грандиозный. Да, это было, наверное, идея. Не Прям маленький корабль. не маленький корабль, Трехпалубный такой, да? трехпалубный, да, с таким символичным названием Апсар. То есть это объект, который без преувеличения, наверное, приковывает внимание своей масштабностью больше. Ну вот сама идея, вот это очень интересная. Да, идея интересная. Красивые заснеженные вершины эти. Прям такой свеженький снег. Да, видно, что свежий. Пейзажи, конечно, здесь завораживают просто изо дня в день. Как рабочий маршрут, да, вот где-то получается у меня, поэтому как-то я не всегда обращаю внимание, но пейзажи здесь действительно завораживают. Да, вот тут река. О, уже виден Апсар. Да, Апсар виден издалека. С этой части реки прям хорошо видно. Мы практически приехали. Посетители есть, я вижу. Вот мы приехали, Гарри. Апсар. Пойдемте. Красота. Вот он. Да, трехпалубный Апсар. На территории ресторана Апсар есть знаменитый первый в Абхазии стеклянный мост. Мы по нему идем. Ведет он с одного берега на другой в сторону Шаве-Бридж. На той стороне у нас расположены домик комфортабельный, спа-салон, бассейн. То есть это такое, знаете, украшение и того, и этого берега, я считаю. Да. То есть мы по нему идем. Справа от нас вот Апсар. С этой стороны ресторан получается, а с той стороны у нас Ну и комфортабельные вокруг домики. тоже вот, я вижу, Да, это маленькие красиво. ресторации прямо в маленькие воде. ресторации, да, прям в воде. Это, то есть, была задумка руководства, и вот таким образом ее воплотили в жизнь. Адам, вот расскажите предысторию, как возникла эта идея, у кого и как он создавался, этот ресторан Апсар? Ресторан Апсар создавался по идее Дмитрия Георгиевича Пускеря, непосредственно владелец этого ресторана. Идея исключительно его. То есть, откуда он черпал вдохновение, я вам сказать не могу. Но, тем не менее, это полностью его идея, его задумка. Были сложности технические, да, по строительству такого рода. Это очень сложно, учитывая наши реки. То есть бурные достаточно, поэтому было сложно. Идея родилась у него около 2 лет назад. И вот сегодня мы видим то, что мы видим, она реализована. Корабль трехпалубный, это то есть, полностью автономный ресторан. То есть у него 3 палубы, все этажи работают, кроме первого. Первый мы резервируем на зиму, то есть мы его просто не запускаем, учитывая то есть, не сезон. 3 палубы, вход в ресторан Апсар расположен то есть, по ту сторону реки. Как мы заходили, наверное, вы видели, обратили внимание.
И то есть, с той стороны у нас также расположен ресторан «Абхазский дворик». То есть они, Мгм. получается, взаимосвязаны, вход один у них находится, то есть, по ту сторону реки. А эта точка, где мы сейчас находимся, это самая оптимальная точка, наверное, да, чтобы показать, что справа от нас, естественно, говорил уже, вот, Шале-Бридж, бассейн, домики. Вся ресторанная идея была в ресторане «Абхазский дворик», он до сих пор функционирует. То есть по ту сторону также можете увидеть, есть над водой специальные зоны, да, тоже относятся к ресторану «Абхазский дворик». И то есть основная часть уже, ну, внимание так уж получилось, прикол это Абсар. И он находится по правую сторону, получается, то есть на реке, прям в том самом виде, как мы его видим, от ресторана «Абхазский дворик». Ну и по эту сторону уже у нас получается спа-центр, новый, открывшийся, комфортабельный, достаточно современный, и Шале-Бридж. Это домики фрейм типа на правом берегу реки Дзиль. Ну вот этот стеклянный мост и этот корабль «Абсар», это вообще такая центральная, наверное, главная часть, можно Начинали, сказать. да, это очень популярный Э. туристический объект. Первый стеклянный мост в Абхазии такого масштаба через одну из самых бурных рек Абхазии Бзыб. Поэтому, ну, приковывает внимание туристов, да, то есть посещаемость очень высокая, людям интересно, как это было сделано. Ну такая главная составляющая, Это наверное, мост, вот да, мост и Абсар. Но мост символически да. он и соединяет все. Да, мы двигаемся, мы прогрессируем по мере возможности, поэтому в этом году у нас открылся спа-центр достаточно высокого качества, соответствующий всем современным условиям. Обязательно вам покажу. И как раз таки этот мост соединяет спа-центр и ресторан «Абсар», то есть по ту сторону. I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to the shore. There's an old voice in my head that's holding me back. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on me, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. А да, мы с вами сейчас оказались в этом волшебном месте. Совершенно верно. У нас здесь 3 бассейна. 2 открытых бассейна, оба подогреваемые и неподогреваемый холодный бассейн внутри. И третий бассейн, самый большой, который вы видели, это под открытым небом, самый, то есть, объемный и тоже подогреваемый. Здесь хамам, русская баня. Спа-центр соответствует вообще всем современным условиям. Здесь у нас есть массажный кабинет. Такое своеобразное комбо получается на территории
спа-центра есть Шали-Бридж, где можно отдохнуть. Ресторан мы уже увидели с вами. Своеобразная комбо в том смысле, что можно и вкусно поесть, и отдохнуть, то есть и остаться. А в этом смысле здесь, то есть эти вопросы все очень быстро решаются. Это у нас холодный бассейн. Здесь у нас русская баня. В той части здания у нас хамам, массажный кабинет, то есть тоже расположен в той части. Это единственный неподогреваемый бассейн, холодный. Он Ну, находится после внутри. сауны. Да, после сауны, да, и в основном то есть, он пользуется.